обсуждать тему транспортной реформы в Башкирии и те итоги года, которые за эти 10 месяцев уже, наверное, можно хотя бы предварительно подвести. Нашими сегодняшними спикерами будут Руслан Ринатович Гарипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Он будет с нами удаленно, онлайн. Следующий спикер — это Альберт Наилевич Сафаров, начальник отдела организации перевозок управления транспорта и связи администрации Уфы. Рафис Ралифович Ахмедзинов, руководитель Центра организации перевозок. Сергей Александрович Паскин, заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам ГУП «Башавтотранс», нашего основного автобусного перевозчика республики. Один из основных частных перевозчиков республики, индивидуальный предприниматель Фарис Фраилович Батыров, тоже с нами сегодня. Олег Николаевич Романов, заместитель генерального директора Башкирского регистра социальных карт. Это компания, которая, если кто не знает, обслуживает, собственно говоря, карту «Алга», как минимум. Юрий Валерьевич Волков, директор проектов проектного офиса по общественному транспорту ВПРФ. Он к нам присоединится чуть позже, тоже будет удаленно онлайн. Ну и последний наш спикер — это конкурсный управляющий МУП МОЭТ Уфы Данил Алексеевич Рыбалко, который, я думаю, сможет нам подсказать и рассказать о том, что же ждет электротранспорт уфимский. Так, давайте начинать. И первое слово я бы хотел дать господину Гарипову. Руслан Ринатович, вы с нами? Добрый день. Добрый день. Отлично вас видно и слышно. Руслан Ринатович, скажите, пожалуйста, вот каковы результаты транспортной реформы, так называемой транспортной реформы, в текущем году? Что было сделано и что, может быть, еще предстоит сделать до конца года? Что в планах? Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники пресс-завтрака. Что такое транспортная реформа? Это комплекс принимаемых мер в целях создания комфортных условий жителям республики по передвижению на общественном транспорте. В настоящее время только по городу Уфа перевозку жителей обеспечивает более 3000 автобусов. В рамках транспортной реформы ежегодно обеспечивается обновление подвижного состава. К примеру, за последние 2 года республика приобретено 425 автобусов, 10 троллейбусов. Введена карта «Алга», которая позволила расплачиваться за поездку с безналичным расчетом с получением определенных скидок. Также обеспечиваются скидки на проезд льготным категориям граждан. Введена система «Счастливый час», которая позволяет пересаживаться на другой автобус бесплатно. Также проводится работа по обновлению остановочных павильонов. На сегодняшний день их около 144 умных павильонов. Ежегодно проводится в республике форум «Транспорт Урала». И республика принимает участие на ежегодном форуме «Транспортной недели», который состоится на следующей неделе в городе Москва, на которых обсуждаются все новинки в транспортной отрасли и принимаются определенные планы и заделы на будущее. Вот примерно так выглядит итоги транспортной реформы. Понятно, как она выглядит, да? Смотрите, допустим, вы говорите про умные остановки, но часто горожане жалуются на то, что эти умные остановки просто-напросто не работают. И одно дело их поставить, наверное, другое дело, чтобы они по 100% функционировали. Вот министерство как-то отслеживает работоспособность этих умных остановок? Насколько соответствует график движения автобусов, которые там транслируются на этих табло, на умных остановках? Работают ли там эти USB-зарядки и так далее? Надо понимать, что это новая система, новая, опять-таки, интеллектуальная система, которая имеет возможность и дает сбои в программе. Работа по этому поводу постоянно проводится, постоянно принимается комплекс необходимых мер по улучшению этой ситуации. Тем не менее, эти остановки обеспечивают комфортное ожидание граждан на остановочных павильонах. А будут ли еще в Уфе устанавливаться так называемые теплые остановочные павильоны? Эта работа планируется и будет проводиться. Но все-таки в ближайших планах, в рамках транспортной реформы, что министерство собирается делать? Закупка новых автобусов, изменение маршрутной сети? Продолжение этой работы будет также происходить обновление и увеличение подвижного состава. В настоящее время ожидаем 50 вагонов из города Москвы. Работа по этому проводится. Вагонов трамваев имеется в виду. Ведутся переговоры
с Росдор-НИИ по проведению научно-изыскательных работ по транспортному планированию и подсчету пассажиропотока на всей территории республики. Также запланированы переговоры на стенде Башкирии в Москве по разработке интеллектуальной транспортной системы в Республике Башкортостан. Имеется определенная договоренность с компанией КАМАЗ на поставку в городе Уфа электробаса как пилотного транспортного средства. Именно вот эти работы, изыскательные научные работы, работы по интеллектуальной транспортной системе позволят определить необходимое количество автобусов, посчитать необходимый пассажиропоток с целью принятия решения, увеличения либо уменьшения количества маршрутов, ну и так далее. Руслан Ринатович, что транспортная реформа длится уже в третий год, если не ошибаюсь, да, в 2018 году, в конце, там, ну ладно, с 2019 года, 2 года. Разве за это время уже не был подсчитан пассажиропоток, не определены там необходимые или ненужные маршруты? Все-таки 2 года прошло. И ситуация каждый там день условно меняется, поэтому приходится как-то искать новые решения. Сейчас эта работа, мы поняли, что нам нужно и какая есть необходимость. Поэтому работа будет проводиться более предметно. Еще такой момент, мы к нему еще вернемся чуть попозже, когда к нам присоединится Юрий Валерьевич Волков, да? Но не так давно было подписано соглашение между ВЭБом и правительством республики о развитии транспортной системы ВПРФ. И вот в рамках данного соглашения какие-то мероприятия уже проводятся? Есть какие-то... Все эти вопросы будут обсуждены на будущей неделе, на транспортной неделе в городе Москва. Ага, понятно. Спасибо большое. Пожалуйста, не отключайтесь. Я думаю, что, может быть, и у наших коллег, и у спикеров, может быть, будут вопросы. А сейчас я бы хотел передать слово, наверное, Альберту Наильевичу Сафарову. Все-таки город Уфа миллионник, столица, и здесь наиболее остро, наверное, стоит вопрос с транспортной доступностью и работой общественного транспорта. Альберт Наильевич, со стороны города какие работы, какие действия будут предприниматься в рамках вот этой транспортной реформы в дальнейшем? И, пожалуйста, можете вот микрофон? Да, спасибо. Как и говорил предыдущий спикер, это и обновление парка автобусов, как частных перевозчиков, так и государственного предприятия и муниципального. Ну и то, что был затронут вопрос, что будет проведена научно-исследовательская работа, на основании которой будет в том числе решен вопрос трассировки трамвайных путей, которые свяжут север и юг Уфы. Но и в принципе городская администрация, она в постоянном режиме работает и по улучшению транспортной системы всего города. Проводятся межведомственные комиссии заседания, на которых решаются вопросы и по обеспечению безопасности дорожного движения, и в том числе по маршрутной сети вносятся изменения в схемы маршрутов, в класс автобусов, которые обслуживают городские маршруты, и их количество регулируется. Альберт Наильевич, исходя из каких данных регулируется вот количество маршрутов, количество транспортных средств, которые на этих маршрутах работают? Потому что если смотреть соцсети, да, и самому там пользоваться общественным транспортом, то надо сказать впечатление, что непонятно по какому принципу. Что было принято решение, допустим, закрыть какой-то маршрут, какой-то конкретный. Почему он закрывается? Вот можете людям объяснить? То есть там малый пассажиропоток, как считает мэрия, или в связи с чем? Та маршрутная сеть, которая была сформирована до этого, любая сфера деятельности видоизменяется, монументального ничего нету, не становится? заледеневшего. Легче не становится, это вопрос спорный, потому что одно дело, если бы не было пандемии, тогда, может быть, события развивались по-другому. После того, как в 2018 году усилиями управления автодорожного надзора были убраны с дорог Уфы нелегальные перевозчики, и работа была оперативно проведена и нашим управлением, естественно, совместно с перевозчиками. Они в этом тоже помогли. Вы не можете не признать, что после того, как ушло порядка 1000 нелегалов, перевозки-то не обвалились в городе. Хоть и были жалобы, но жалобы будут всегда, если
миллион жителей в городе, то это миллион мнений, и всем, естественно, нельзя угодить в любой сфере деятельности. Будут, конечно, и жалобы, нарекания, но не массового порядка. Люди после того, как убрали нелегалов, добирались, по моему мнению, потому что и я сам, когда без машины на ремонте, и моя семья вообще постоянно пользуется общественным транспортом, поэтому я это знаю не как чиновник, а как и тот же самый участник этого перевозочного процесса. И поэтому, вот я насчет пандемии сказал, если бы локдауна не было в том году, нет, в позапрошлом, нет, в прошлом, и из-за того, что большинство предприятий временно прекратили работу или перешли на удаленный режим работы, перевозки тогда обвалились процентов на 60-70. Это привело к тому, что даже на основании распоряжений, или, как правильно сказать, режима повышенной готовности республиканского, город был вынужден ввести тоже ограничения по перевозкам. 1,5 недели электротранспорт вообще не осуществлял перевозки, а все автобусные перевозки были сокращены на 50%. И этот локдаун продлился полгода. А эти полгода все, кто занимается перевозками, кроме, естественно, муниципальных и частных перевозок предприятий, были вынуждены, если пассажиропоток упал в 2-3 раза, количество машин на линии уменьшилось на 50%, а вторые 50% и сами водители, и их семьи должны были на что-то жить. И поэтому по окончании уже не досчитались очень многих водителей на маршрутах частных перевозчиков. И выкроить эту ситуацию одномоментно чудес не бывает. Это будет планомерная, постепенная работа. И то, что республика делает для города, закупая подвижной состав для Башавтранса, это все-таки не на 100%, но по большому счету выровняло ситуацию. Обвал есть, конечно, из-за того, что, как я сказал выше, 50% это, наверное, тот минимум, который сократилось количество участных перевозчиков. Данные даже есть. В итоге 44% осталось, если брать за 100%, то количество, которое было до этого локдауна. Поэтому я говорю, если у тебя 2 руки было, 1 осталась, ты не можешь работать так же. Но то, что вот республика поддерживает Башавтранс, и то, что вот МОЭ было сказано, закуплены троллейбусы новые, сейчас ожидается поставка еще 50 трамваев, и Башавтранс обновился только в этом году, 220 у них зафрахтовано, но пришли еще не все. И ситуация все равно, хоть мелкими шагами, но выравнивается. Вы можете сами это видеть на улицах города, что процентное соотношение Башавтранса и частных перевозчиков, количество автобусов изменилось в пользу Башавтранса. До этого, если подъезжал частный, потом Башавтранс, сейчас Башавтранс доминирует. Если на остановке, там, где пассажиропоток большой, автобусов Башавтранса в количественном отношении больше, чем частных. Поэтому мы не сидим и не ждем, пока манна небесная упадет с неба, а своими усилиями стараемся улучшить ситуацию. Есть, конечно, сейчас то, что на остановках люди привыкли к тому, и до этого я, когда на пресс-завтраках выступал, говорил, привыкли к тому, что когда были нелегалы, и он приходил на остановку, он уезжал в течение 2-3 минут. Из-за того, что работало 3200 автобусов. Сейчас, после того, как
убрали нелегалов и сократилось количество официальных перевозчиков, а количество автобусов, не может быть опять этих 2-3 минут. Поэтому, естественно, приходится интервал, там бывает и 10, и 15. Там, где малый пассажиропоток, и 20 минут. Потому что социализм прошел, сейчас капитализм. Это все равно социальную нагрузку выполняет Башавтранс СМВ, но убытки наращивать и делать 2-3 минуты интервал на всех маршрутах нереально. Ну, согласитесь, 20 минут это очень много интервал. 20 минут это немного там, где нет пассажиропотока, и даже если он приедет, удаленный район, я про центр не говорю, про проспект и центр здесь. Здесь такого и нет даже сейчас. У нас есть подведомственное предприятие МОП Уфагортранс, и он на постоянной основе обследование пассажиропотока проводит по тем же жалобам из соцсетей, по тем жалобам, которые к нам приходят. Мы проверяем каждый сигнал. И вот проверки проходят, и иногда за час может пройти и 60, и 100 автобусов на конкретной точке, где есть пассажиропоток. А где нет пассажиропотока, гонять автобус просто так, чтобы воздух отвозить и нарастить себе убытки, это нереально. Я позволю себе немножко камень в огород Башавтранса кинуть. Я как-то ради интереса стоял на остановке чайная фабрика и ждал 51-й. Я занимаюсь фитнесом там рядышком, да, и мне нужно было ехать в редакцию на улицу Цюрика. И я прождал 51-й минут 40, наверное, если не больше. И за это время прошло 10 69-х, ну, включая 269-й. 69-й Башавтотранса. Причем несколько из них шли буквально друг за другом, пустые, друг за другом. Вот расстояние между ними было метров 10, наверное. То есть получается здесь, в чем здесь проблема? Почему выходит, что на 51-м маршруте мало автобусов, на 69-м маршруте это где-то часов было 11-12 дня, больше автобусов. То есть неправильное распределение или что? Как это можно объяснить? Может, тогда Сергей Александрович ответит. И я прошу включить микрофон. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, тут тоже маленькую ремарку тоже поставим. Вы говорили про транспортную реформу. Вас хочу напомнить, за неполные вот эти 3 года обновления, то есть 19, 20, 21, предприятие обновилось на 943 единицы транспортных средств. Это автобусы большого, малого, среднего класса. Если говорить про Уфу, большая часть, конечно, пошла на Уфу. Это на обновление подвижного состава. Добавляем мы автобусы на действующие маршруты. Ну, конкретно про автобусы вы тоже видите и замечаете, какой город и какие автобусы. Понимаю, что это автобусы по магистральным маршрутам, соответственно, автобусы большого класса, автобусы, просто обзорность у них сейчас, последний приход вы видели сами, то есть это большие стекла, город видно и жителям, и гостям столицы. Вот, как раз на магистральных маршрутах стоят эти большие автобусы. Также не забываем про доступную среду, то есть мы как раз уклон делаем на то, чтобы комфортно было нашим пассажирам. То есть, да, спасибо правительству республики за оказанную помощь в выделении транспортных средств. Касаемо регулярности, давайте я вот цифры приведу, чтобы не быть многословным. Ну, вот, то, что 51 маршрут, вы когда ехали на нем? Летом? Нет, это был прошлый год. Прошлый год. Давайте прошлый год, да, 51-й, вот, я думаю, может быть, даже летом, когда мы не увеличили. В частности, сейчас пробегусь. Третий маршрут городской 4 единицы было. На сегодняшний момент 12, планируем до 15. Представляете, да? То есть в 3 раза увеличение автобусов на этом маршруте. Это о чем говорит? То есть снижается у нас время ожидания на остановке того пассажира, ожидания этого автобуса. Кузнецовский затон, то есть недавно говорили, то есть буквально там полгода назад гремел, там даже больше, и люди не могли уехать, давайте там 130-й маршрут пригородный и увезем пассажиров. Нет, значит, опять же тут открытие 13-го маршрута,
Кузнецовский затон, это 8 единиц транспортных средств. 14-й тоже открыли, это 5 единиц автобусов. 30-й и 30-й короткий, 18 машин было, на сегодняшний день до 30 единиц увеличили. 31-й 4 единицы, 11, 39-й 15, 20. 51-й, ну, планируемо до 56, это в ближайшее время. Вот сейчас коллега сказал, значит, о том, что не все поступили. Последние 10 автобусов той партии, вот, все уже они здесь на наклейке под брендбук и выходим на линию. То есть 56 единиц. В данный момент, когда вы ездили, было 30 машин. Понимаете, да? Практически в 2 раза увеличение транспортных средств на маршрутах. 57-й 26 и 25, извиняюсь, и 36. То есть, и вот, ну, я магистральные маршруты, 74-й тот же, 27 и 40. Не надо забывать про не только город и агломерацию. В Уфимской агломерации тоже большая работа прошла, опять же, благодаря обновлению подвижного состава. Где-то поменяли мы средний класс на автобусы большого класса. Там, где смотрим по изучению пассажиропотока, в утренние часы пик не хватает автобусов, как раз вот, или не хватает места пассажирам, как раз вот замена среднего класса и происходила на автобусы большей вместимости. Значит, Суровка, Михайловка, там некогда гремел, там нелегальный перевозчик работал еще 2 года назад, да, сейчас уже проблем не знаю. Введением часового тарифа как раз вот позволило с пересадкой с карты Алга пассажиру уехать в разные стороны в течение часа. Вот. Вообще стороны Затон полностью сделан так, что пассажир, доезжая до округа Галя, может уехать в любую точку города, опять же используя часовой тариф при помощи карты Алга. Миловка, то же самое, там 1 машина бедняжка работает, сегодня 5 машин работают, обслуживаются. Также Алексеевка 1 единица, сегодня там 13. Ну, мы говорим сейчас вот об объемах, те, которым нашим предприятиям уже сделано, проделано, и еще предстоит что-то сделать. И так можно продолжать. И Алкино, и Глино, аэропорт продлили там до Нового Булгакова, поставив машин. Сегодня гости, прилетая там в аэропорт, уже садятся в такой комфортабельный автобус и доезжают уже до города. И кучу маршрутов, те, которые там, где ходил нелегальный перевозчик, где необходимо нужно было нам именно, почему, как по тревоге, встать в Башав-Трансу. Ну, на центральном телевидении тоже гремел там маршрут в Киишках, то есть там сегодня обслуживание 3 рейса в день, опять же. Как это делается? Ну, проводим встречи с населением, с сельским поселением, там, с представителями. Проводится работа именно с ними. Более удобный график. То есть мы слушаем пассажира и под них подстраиваемся. То есть не бездумно просто вы взяли, пустили эти графики. Да. Это я говорю только про агломерацию. А помимо этого, в целом же поступление автобусов большое, оно тоже распределилось и на периферии. Поэтому то, что вы ездили год назад, ну, на сегодня это большая разница. Даже не говорю, что 2 года назад было, даже с годом уже разница ощутима. Ну и, соответственно, будут новые автобусы закупаться и выводиться на линию. Ну, график будет сокращаться. У нас за эти 3 года как раз вот такое масштабное обновление произошло. Помним, если бы этого обновления не было, то коэффициент КИП уже не тот был. То есть на сегодняшний день в Уфе он 0,86, а доходил до 0,50, 0,55. То есть обновление как раз помогло и решать вот эти вышеперечисленные задачи. Спасибо. Я бы хотел сообщить о том, что наши зрители могут задавать свои вопросы в комментариях, а мы постараемся, разумеется, их озвучить, и наши спикеры постараются на них ответить. Сейчас я бы хотел дать слово руководителю Центра организации перевозок Рафису Ралифовичу Ахмедзинову. Рафис Ралифович, расскажите вот, ваше мнение о том, насколько удобно в Башкирии, в частности в Уфе. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники пресс-завтрака, уважаемые коллеги.
Да, действительно, я соглашусь со всеми спикерами, которые выступали до меня. Действительно, сделано очень много, начиная от приобретения подвижного состава в таких количествах. Я думаю, там ни один субъект не может похвастаться. Автобусов, который был приобретен за счет поддержки правительства, бюджета республики. Также немало важно было бы отметить то, что тот масштаб, который сейчас охватила система оплаты проезда, она тоже, так скажем, гордость нашей республики, и мы в этом вопросе одни из первых субъектов Российской Федерации, которые смогли такой большой объем перевести транспортных средств в единую систему оплаты проезда. Но следующим этапом, очень важным и немаловажным, является контроль и управление всем этим перевозочным процессом, который на сегодняшний день, наверное, недостаточен, и мы слышим и видим это из обращений граждан, и эти же были вопросы заданы вами в самом начале круглого стола. Что планируется и что уже сделано в этом направлении? При поддержке руководства республики на базе нашего учреждения в августе 2021 года было принято решение создать единую диспетчерскую службу республиканскую, которая будет мониторить и контролировать движение всех транспортных средств. Это обусловлено необходимостью в первую очередь обеспечить единый подход разных уровней заказчиков. То есть на сегодняшний день мы слышим, что не работают умные остановки в городе, работают некорректно умные остановки в городе. Это тоже можно объяснить тем, что на текущий момент город на базе проблемы с Инфогород-Транс использует свое программное обеспечение, мониторит тот подвижной состав, который к нему подключен. Но Башавтотранс является республиканским предприятием, он подключен к республиканской сети. И вот условный конфликт разных программных решений, он иногда приводит к тому, что не всегда корректно отражается информация. Вот. Что сделано для этого? На сегодняшний день уже республика обновлена система мониторинга. Вот, она на сегодняшний день развернута в ЦОДе республиканском и предоставлен доступ, в первую очередь, администрации города Уфы. Мы планируем до конца года перейти на уже единую систему не только учета оплаты проезда, но и мониторинга диспетчеризации. До конца года будет сформирован штат диспетчеров на базе нашего учреждения. Я думаю, ситуация к Новому году она изменится в плане управления транспортом, контролем выполнения транспортных работ довольно-таки кардинально. И что касается корректировки расписаний и подбора правильно пассажиропотока, мы тоже сможем уже реализовать, учитывая то, что есть система учета оплаты проезда единая, то есть совместив систему мониторинга и учет перевезенных граждан, уже можно будет более правильно, оптимально ее расписание корректировать и подвижной состав распределять на маршруте. Рафис Ралифович, вот, конечно, Руслан Ренатович сказал, что на следующей неделе будет обсуждаться развитие соглашения, да, с ВПРФ. Быть может, вам есть что добавить на эту тему? Все-таки каковы там перспективы сотрудничества республики с ВЭБом? Я думаю, что здесь это Минтранс вопросом занимается, здесь я, наверное, не смогу прокомментировать. Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста, как вы отрабатываете этот год, каковы продажи карты Алга и насколько эта карта по-прежнему интересна жителям нашей республики, нашего города с момента ее запуска? Да, давайте я доведу цифры последние, которые у нас Если можно поближе к микрофончику, микрофон подвиньте, пожалуйста. Доведу до цифры, которые у нас на сегодня есть. Вот с 1 июля 2019 года у нас перевезено пассажиров 294 миллиона 843 тысячи, почти 300 миллионов, скажем так, и на общий объем зарегистрированных поездок составляет 6,7 миллиарда рублей. Это вот из тех больших цифр. То есть у нас на сегодня
Но в связи с ковидными ограничениями, перерывами, то есть если мы регистрировали количество поездок ежедневно порядка около 13 миллионов рублей, ежедневно регистрировали поездки, то сейчас мы снизились до 10 миллионов рублей, то есть это вот где-то порядка 23% минусом ежедневно регистрируется. Соответственно, это заметно сказывается и на экономике проекта, но и на доходах, как минимум, всех наших перевозчиков. Если говорить по объему перевозок по карте Алга, на сегодня по карте, если мы берем ежедневные перевозки, на вчерашний день там 209 тысяч поездок это по карте Алга, и, соответственно, по банковским картам 85 тысяч поездок и около 80 тысяч поездок это за наличный расчет, и порядка 80 тысяч поездок это по единому социальному проездному билету, это наши пенсионеры. По востребованности карты Алга на сегодня мы продолжаем ежедневный прирост порядка от 300 до 500 карт, а где-то в неделю получается около 2000 карт, и на сегодня мы достигли вот цифру на вчерашний день 579 298 жителей республики приобрели карту Алга, и, соответственно, вот такой объем, я думаю, что к Новому году порядка 600 тысяч карт с такими темпами мы точно преодолеем. На сегодня у нас активно используется транспортное приложение в мобильном телефоне, то есть наши жители тоже его то есть активно используют. Там помимо функций, которые ранее были, это просмотр остатка, пополнение карты, появилась новая функция, где-то летом она у нас появилась, это можно приобрести виртуальную транспортную карту Алга, пока ее не очень много, но порядка 5000 уже жителей воспользуются такой услугой. Там много вопросов, которые, скажем, вызывали вопросы в части пополнения, они отсутствуют, потому что там операция происходит по банковской карте с мобильным приложением, то есть не нужно пополнять, отслеживать, в том числе и банк помогает, и, соответственно, тариф применяется тот же самый, как и по транспортной карте Алга. На сегодня таких всего пользователей более 100 тысяч, это мобильное приложение Алга, и, соответственно, хотелось бы сказать, тоже здесь упоминали про счастливый час. По счастливому часу, да, с одной стороны, экономят наши жители республики на пересадках. Вот за время работы с 9 ноября, то есть получается с 11 сентября 2019 года по 9 ноября 2021 года, за этот период сэкономили наши жители республики 120 миллионов 197 рублей. То есть вот это столько сэкономили жители. Ну и, соответственно, например, Башавтотранс из этой суммы недополучил, то есть фактически своих доходов 95 миллионов, остальные поменьше. Это башкирская пригородная компания. Вот такие основные цифры, поэтому проект развивается. Наше дальнейшее направление – это развитие наших виртуальных карт. Соответственно, мы планируем в том числе и реализовали для детей-сирот учет перевозок. Также планируем развиваться в этом направлении, то есть не выпускать физические карты, выпускать виртуальные карты и использовать мобильное приложение. Какие вопросы будут, готов ответить. Спасибо большое. Рафис, прошу прощения, Фанис Фраилович Батыров, вы как оцениваете транспортную реформу и что вы бы хотели отметить за прошедший за год в этой сфере? Добрый день, коллеги. Что хотят участники совещания? Как назвать? Для нас это пресс-завтрак. Пресс-завтрак, да, от «Коммерсанта». Спасибо за приглашение. Первый вопрос был от транспортной реформы, которая началась уже 3 года, уже исполнилась, можно сказать. Определенные выводы есть, положительные моменты, отрицательные. Уже повторяться неохота, уже все спикеры высказались. Что произошло? Вы здесь единственный частный перевозчик, поэтому у вас может быть другой. Да, это я за себя и за всех буду говорить. Вопрос,
что произошло в течение 36 месяцев, ну, все в курсе, что произошло. Ну, изменения в транспортной отрасли. Сейчас повторяться уже смысла нету. Но что в частности произошло последние за 2 месяца, может, журналисты не в курсе, очень произошли интересные встречи, так скажем, которые никто об этих встречах не знает. Поэтому у меня такой, получается, прямого диалога же нету. Посредством, условно, этого пресс-завтрака хотел там пару вопросов сформулировать и по возможности, наверное, скорее всего, ответ получить, ну, от властей. Нас беспокоящие вопросы. Первый вопрос, который произошел в октябре месяце, это вот как-то правильно сформулировать, потому что охота быть правильно цитированным потом и правильно понятым. На той неделе, скажем, в конце октября, у нас от имени Руслана Ринатовича, который здесь у нас спикером является, от Минтранса, пригласили на совещание. В Минтранс. Минтранс, да. А в начале октября новым начальником управления поставили Хмарина Олега Сергеевича. Он назначил нам, ну, сейчас в нашей компании 4 встречи, официальной бумаги есть, приходите на встречу. Потом за час эти встречи отменялись. Я, ну, последовательно буду идти, потом поймете, как транспортная реформа у нас идет. Потом 4 раза встречи с нашим непосредственным начальником отменялось, хотя его никто нам не представлял, который мы должны в режиме онлайн работать. Ну, эти встречи не состоялось, условно, по их инициативе. Все. Двигаемся дальше. Потом в конце октября от имени Руслана Ринатовича нас приглашает Минтранс на Советской площади. Приходим туда, все перевозчики по очереди, по времени. Потом заходим в кабинет, не замминистру, который нас пригласил, а условно другой кабинет замминистра. И сидят там люди, и наш непосредственно начальник от города, первый раз увидели друг друга, как говорится. И там и не установлены лица, я скажу. И в процессе диалога никто не представляется. Проходите, там не здрасте, не до свидания, присаживайтесь. И они нам говорят, эти лица, типа, пазики убрать такому-то числу. Я говорю, ну мы же это обсуждали. Есть преемственность и последовательность действий от властей же. Мы же сроки все обговорили. Потом, Сроки замены подвижного состава. Да, замена подвижного состава. До этого было все обговорено и с городом, и с республикой. Все мы по этому плану двигались. Ну, коррективы внес, соответственно, ковид. Потом, и самое интересное, больше всего меня удивило, 3 года транспортной реформы, потом в августе нам продлили до 26 года документы свидетельства, соответственно. Мы, окрыленные этим событием, пошли дальше работать, там, машины заказывать, обновляться, там, ну, свои там, бизнес-планы строить на следующие 5 лет. И эти, условно, неустановленные лица, там, ну, одного установили мы, ну, потому что его официально назначили. Нам говорят, это, сдайте свидетельство на Перевозке. Который вы в августе получили. Да, в августе получили. Я говорю, ну, неужели у меня вопрос возник? Но потом, естественно, я встал и ушел с этого мероприятия. Но на целую армию чиновников, условно, а потом я спросил, что я говорю, а кто, вы кого представляете-то? Они говорят, мы Министерство транспорта, Колебанов Александр Владимирович. Ну, я встал и ушел. Кто его уполномочил? Я просто, может, кто-то из зрителей не в курсе. Это вроде как человек, который работал в Перми и которого прочат на должность, высокую должность в министерстве. Ну, у меня же, как перевозчика, всегда... Официального назначения еще не было. Да, назначения нету, и человек приглашает меня в кабинет. Я не привык в нашей компании перевозчика так работать. Сам подход. Никто его не представил, ни замминистра, ни он сам замминистра еще. Неужели на такую большую армию чиновников не нашлось одного официально трудоустроенного чиновника в области транспорта, чтобы нам объявить о своих намерениях? Вот вопрос. И как вы думаете, а в связи с чем были объявлены эти намерения? Ну, мы догадки можем строить, но
Может быть, есть какие-то интересанты, может быть, вы в курсе, там, иногородние, которые хотят зайти на рынок, может, кто-то из... Ну, А, я не знаю, слышал. ну, всякое происходило со стороны, там, условно, взаимоотношений, там, ну, переменным успехом, как говорится. Ну, такого, ну, в моей жизни, скажу, за 25 лет это первый такой неоднозначный случай произошел. И со всеми перевозчиками это, ну, кроме, наверное, МЭТ и Башавтотранса. Может, их даже не приглашали еще. Фанис Фараилович, вы недавно подняли цены на проезд в своих автобусах. Они рыночные или все еще на грани рентабельности? И какова сейчас рыночная стоимость проезда? Можно, как вы считаете, экономически обоснованная для перевозчиков? Для частных и для Башавтотранса? Ну, расчеты показывают 36-38 рублей, чтобы народ не охота пугать. Но мы на сегодняшний день подняли до 35 рублей на очень таких, скажем, сложных маршрутах, где у нас и в помощь Башавтотранса нету параллельных маршрутов, ни МУЭТа нету, а людей возить надо. У нас же обязательства есть по перевозке пассажиров. Если эти маршруты мы сейчас стоимость проезда до 35 рублей не подняли бы, то эти маршруты естественным образом, они умирали бы. Но они к этому шли уже. У нас же есть опыт, мы, вот 203 маршрут был, от него мы обкатывали, разные способы пробовали, потом улицу Комсомольскую на ремонт закрыли, пришлось и от маршрута отказываться. Ну, впоследствии, если мы не можем эксплуатировать и людей возить, приходится, ну, пришлось бы отказываться, чтобы от маршрутов не то, что не отказываться, и только вот, увеличение стоимости проезда, потому что со стороны государства такого прямой помощи ни одному частному перевозчику нету. Ни финансово, ни морально, ну, и в стадии последних событий, ну, про мораль уже не стоит говорить. А еще собираетесь повышать? На каких-то других маршрутах собираетесь повышать? Нет, на сегодняшний день до конца года, вот мы что уведомили, там 25 октября, 25 ноября, естественно, мы цены поднимаем. И после этого ждем весны, как говорится. Понятно. Может быть, у коллег есть вопросы? Вы хотите дать, пока есть у нас время. Потом мы плавно хотим перейти к теме уже электротранспорта обсудить. Ну и, соответственно, можно будет и про автобус дальше поговорить. Да, Комсомольская правда. Да, есть парочку вопросов. Павел Хранюк, Комсомольская правда. Что касается обновление подвижного состава, вообще вот есть у меня один такой вопрос. Хорошо, закупается достаточно большое количество автобусов разной вместимости, а куда деваются старые? Что происходит с ними? Вот, например, в 2007 году у нас достаточно много появилось автобусов Унифаз, ВДЛ, все такие будут, да? Голландских, совместного производства Голландии и Унифаза. Собственно, куда они делись? То есть вот куда списываются какие-то, да, наверное, автобусы, или просто они выводятся как бы из гаража и переправляются, там, и продаются туда. Это вот что касается, ну, собственно, самого подвижного состава. И второй вопрос по поводу вообще пассажиропотока. Вот, допустим, есть две точки, да, по которым возникли очень серьезные вопросы. Это аэропорт и железнодорожный вокзал. То есть это маршруты 110, 101 и 74. Вот, например, из последнего 40 минут ожидания автобуса, это, как вы считаете, нормально? На железнодорожном вокзале вечером в воскресенье, когда гигантское количество студентов и пенсионеров там стоят 40 минут. Ну и, соответственно, очень много в комментариях социальных сетей у главы республики по маршруту 110. Очень много. И, собственно, открываем Яндекс.Карты и видим, что один автобус номер 110 ездит днем по этому маршруту. Вот пока вот эти два вопроса. Извините, Сергей Александрович. Да, давайте, конечно. Значит, по ВДЛам. Приятно, что мы вспомнили про те ВДЛы 2006-2008 годов. Вот. Ну, есть такое понимание, усталость, да. Ну, все мы не вечные, хотя, кстати, Башавтранс вечный, в этом году 100 лет. Вот. Пользуясь случаем, сразу же скажу, у нас открылся музей, и я всех приглашаю посетить музей, историю Башавтотранса.
Так вот, возвращаясь, значит, к ВДЛ. В первое время, да, действительно, это хорошая машина, очень надежная машина. В свое время она прослужила порядка 10 лет, эти ВДЛ. Вот. Срок эксплуатации его действительно он чуть выше, вот, но мы понимаем, что есть износ и снаружи, и снутри, вот, а так мотор-двигатель неплохой, показал очень себя с хорошей стороны. Действительно, это совместная была сборка на Нефазе с голландцами, вот, хорошие автобусы. Ну, я уже по времени сказал, да, подустали, конечно, автобусы, вот, и на смену им пришли уже новые автобусы. Поэтому здесь, наверное, по этому уже вопрос не будет. Куда деваются? Ну, понятное дело, мы же понимаем, что с автобусом, значит, да, действительно списываются, агрегаты оприходуются, значит, оборотный фонд, все такое. То есть каркас – это металлолом. Все задокументировано, все это сделано, поэтому тут вопросов нет. Касаемо, значит, направления аэропорта. Как я уже выше сказал, и продлили до Булгакова, на данном направлении на сегодняшний день работает 29 единиц, это и обычный 110 и 110С через Сипайлово с Дока. В ожидании 40 минут 74-го, выходной день, хотелось бы узнать, какое время, это вечернее время? 20 часов 30 минут. Ну, порядка 300 человек приезжает в город, и, собственно, они стоят. Когда было? Это каждое воскресенье до тех пор, пока не заканчивается садоводческий период. Давайте так сделаем. Я готов вам расписание предоставить 74-го маршрута, вот, и вы посмотрите по времени. Вот. Ну, 40 минут ожидания. Вопросы были, да, по остановкам. По приложению, кстати, все автобусы не выезжают. Возможно, здесь сбой, но не к нам. Вопросы к ТНЦ. Честно, вот, все автобусы видны по приложению, поэтому диспетчер свою работу выполняет. Вот, а по расписанию я готов предоставить. Руслан, чуть попозже, с твоего позволения, хотел бы просто передать слово Юрию Валерьевичу Волкову, директору проектов, проектный офис по общественному транспорту ВПРФ. Он с нами удаленно, и, как я понимаю, мы все, конечно, занятые люди, но господин Волков тоже занятой и не сможет с нами долго быть на связи. Юрий Валерьевич, добрый день, вы нас слышите? Слышно меня? Ну, не очень хорошо, честно говоря. Странно, я вас слышу хорошо. Отлично. Юрий Валерьевич, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях ВПРФ и правительства республики. Ведь относительно недавно было подписано соглашение о сотрудничестве, о развитии транспортной системы. Что-то в рамках этого соглашения уже сделано, какие-то шаги предприняты? Смотрите, да, в середине года было подписано соглашение, достаточно мощное соглашение, регулирующее наше, честно говоря, эхо большое. Уменьшилось. У меня или ладно? Уменьшилось. Слышно, продолжайте. Да, в рамках этого соглашения есть несколько основных блоков. В первую очередь основной блок – это комплексное развитие, модернизация транспортной инфраструктуры, проведение транспортной реформы в Уфе и, соответственно, в республике. Угу. На данный момент сделаны первые шаги, были несколько встреч, первое обсуждение. Ну, честно говоря, там большой активности мы пока не видим. Сразу скажу, что вот я очень внимательно слушал дискуссию. Ну, я бы, наверное, слово «реформа» сегодня бы не употреблял. А как бы назвали? Республика и город делают многое. В первую очередь, с точки зрения замены подвижного состава. Это здорово. Но могу вам честно сказать, без комплексной программы это все шаги, которые не приведут к тому максимальному эффекту, который мы все ожидаем. Вот, допустим, я вам назову цифру, вы сами ее назвали, Руслан Ринатович, 3000 автобусов. Например, те 3 реформы, которые мы делали в Твери, в Перми и в Новокузнецке, это было в прошлом году, и в начале этого года,
Например, в Перми на город, который, ну, давайте так честно скажем, в 2 раза меньше, достаточно всего лишь там 470 автобусов большого и среднего класса. То есть явно 3000 единиц это избыточно. Значит, У нас очень протяженный город. Второе. Нет, я сейчас все расскажу. Да, это да. Протяженный город это понятно, но есть другое решение. Значит, это дальше. Для того, чтобы реформа была качественная, нужно, скажем, максимально удовлетворять интересы всех участников этого процесса. Ну, на самом деле их реально 3. Это непосредственно пассажиры, это перевозчики, ну и это муниципалитет, власть. У каждого свои интересы, и эти интересы в рамках реформы должны быть удовлетворены. Пассажиры должны получить комфортный подвижной состав, качественную, безопасную перевозку, соблюдение расписания, экономически приемлемый тариф. Перевозчики должны получить в первую очередь рентабельность в своем бизнесе, желательно прибыльность. Власть должна получить прозрачный бизнес, максимальные налоги и так далее, и так далее. Вот все интересанты, которые есть в этой вот. Вот это все вместе мы называем так по-серьезному реформой. Сейчас делается, я не говорю, что ничего не делается, это здорово, что вы двигаетесь в это направление, но мое мнение, что нужно двигаться поактивнее. С точки зрения протяженности и совмещения различных видов транспорта для решения транспортных проблем. Да, соглашусь, Уфа, наверное, один из самых протяженных городов России, именно по длине. Но решение оно есть, оно, в общем-то, очевидное. Наверное, во второй части мы его более внимательно обсудим. В советское время было построено идеально, по нашему мнению, трамвайная сеть. Есть север, есть юг, и есть соединительная часть, которая позволяла людям достаточно быстро добираться с севера на юг и обратно за минимальное время и с использованием трамвая. По каким-то причинам трамвай был уничтожен с точки зрения вот именно соединительной линии. Сетка получилась разорванная, и человеку для того, чтобы сейчас добираться с севера на юг, нужно либо использовать автобусы и маршрутки и двигаться без пересадки, а это огромное количество дублирующих мелких маршрутов и так далее. Либо, соответственно, делать пересадки между трамваем и автобусом. Наше мнение, что основное, что нужно делать сейчас в Уфе, это восстанавливать магистральный транспорт, в первую очередь электротранспорт. В этой связи совместно с правительством, в это правительство разработана определенная программа. В эту программу уже включена Уфа, подписана дорожная карта. В рамках этой дорожной карты мы двигаемся. Она подразумевает с использованием дешевого и льготного финансирования, которое предоставляет Федерация, обеспечить модернизацию трамвайной сети с достройкой соединительной линии между севером и югом. Ну, пока как вариант, трассировки, это, очевидно, старая, проверенная годами трассировка по проспекту. По проспекту Октября. После Октября, да. Как только это произойдет и будет оптимизирована сеть, я слышал про то, что Случайском Росгвардии уже как-то подступается к теме, связанной с проведением научно-исследовательской работы, мы получим оптимальную маршрутную сеть, которая в первую очередь обеспечит скорость и комфорт пассажиров, второе, сократит количество подвижного состава на уличной дорожной сети, снизит фактически нагрузку на уличную дорожную. Если к этому мы добавим, скажем так, прогрессивную систему организации работы общественного транспорта, я говорю про брутто-контракты, просто про контракты, то все это вместе даст возможность и населению, и перевозчику, и власти, в общем-то, удовлетворить свои интересы в этой отрасли. Вот то, что сейчас я услышал, тоже и Фанис Батыров сказал,
Ну, давайте честно скажем, для миллионника, наверное, это точно сейчас уже неприемлемо. Наличие неректарифа, наличие свидетельств, надо постепенно переходить на контрактную основу. Здорово, что у вас, я очень понравилось выступление по поводу карты Алга. Очень хороший объем безналичных платежей, это классно, что вы это делаете. Меня, честно говоря, так приятно очень удивила цифра пассажиропотока. Даже мы оценивали его меньше в целом по сети. 300 миллионов за 10 месяцев, это очень хорошая цифра. Соответственно, это, кстати, является еще подтверждением того, что по трамвайной линии, которая восстановленной трамвайной линии, мы можем иметь пассажиропоток порядка 80 миллионов пассажиров, а не те 30, про которые нам говорит город и республика. Вы сейчас говорите наверное, основные вещи я вам сказал, да. Готов там ответить на вопросы, ну или дальше принять участие. Вы сейчас говорили про проект Синара, правильно? Ну, Синара это, скажем так, один из потенциальных частных инвесторов, который может быть. Программа, она в целом готовится правительством совместно с ВЭБом. Вопрос, кто будет частным инвестором, это уже вопрос больше на стороне региона и конкурсных процедур. Но программа смысл программы следующий. Выделяются в первую очередь инвестиционные бюджетные кредиты, про которые вы все знаете, со сроком 15 лет и низкой ставкой. Второе, выделяются деньги ФНБ. Дальше выделяются средства ВЭБа. Все это вместе дает возможность в кратчайшие сроки с нормальной математикой и экономикой модернизировать трамвайную сеть, достроить эту соединительную линию и дальше, соответственно, ее эксплуатировать. Спасибо большое. Пожалуйста, не отключайтесь. Мы к вам еще, я думаю, вернемся. Да. Господин Батыров, вопрос к вам есть, и господин Волков. Еще раз. Добрый день. Один вопрос был. В части, вот вы же сказали, свидетельство там, пока же город, вот мы по нерегулируемым тарифам возим, все это понятно, там ранее было выделено. Но на сегодняшний день, если на регулируемый тариф переходить, осилит ли бюджет города? Вопрос же в этом стоит. Не то, что мы не хотим по регулярным тарифам участвовать в конкурсе. И все перевозчики готовы в этом. Но вопрос, объявлены даже маршруты, по документам планированы, приняты были. Ну, бюджет же отказался от города финансирования. И настолько троллейбус, он эффективный, да, во всех городах, мировой опыт показывает. Но на сегодняшний день бюджет города, если не может банкротить, это уже 3-й год банкротит, ну дайте им 75 миллионов денег, пускай из банкротства выйдет для начала. А людей-то возить надо сегодня-завтра, не через 25 лет или через 10. Мы бесплатно возим, без бюджета. Да, по поводу МУЭТа отвечу. Никакое предприятие не сможет выйти на рентабельность, если те маршруты, которые она обслуживает, будут задублированы огромным количеством автобусных перевозок. Есть пассажиропоток из трамвайного предприятия, трамвайного троллейбуса, уходит частный перевозчик. Ну, это очевидно, и здесь, я думаю, даже особо обсуждать нечего. По поводу бюджета города. При цифре 300 миллионов пассажиров, которые я услышал за 10 месяцев, ну, давайте аппроксимируем, поймем, там, 350, там, 360 миллионов по году, и тариф, который выжив они назвали, что вы ставите 35 рублей, ну, давайте так, у нас опыт уже очень большой по всем этим реформам в городах. Могу сказать, что доплата со стороны и городского, и регионального бюджета будет не критичная, особенно для республики. Все цифры мы можем показать, научная работа эти все цифры подтвердит. Я считаю, что Башкирия и Уфа в состоянии переходить на брутто-контракты и, соответственно, на концессионную схему, связанную с модернизацией города транспорта. Спасибо большое. Данил Алексеевич, вы уже не первый год
конкурсные управляющие МОЭТа. Понятно, что сейчас не МОЭТ занимается управлением городскими трамваями, троллейбусами, а, скажем так, дружественная, да, аффилированная муниципальная структура. Тем не менее, как вы считаете, есть ли у МОЭТа какие-то шансы выйти из банкротства и продолжить свою работу? И какое будущее ждет Уфимский трамвай и троллейбус? Коллеги, добрый день. Спасибо за приглашение. Вопрос интересный. Тема транспортная реформа. И вот анализируя МОЭТ глубиной 10 лет, его финансовое положение, производственную деятельность, вот эта транспортная реформа должна была быть применена на предприятии еще как раз-таки с 2011 года. И как результат непринятия должных мер, мы видим, там, с 2016 года оно у нас в процедуре по сей день. И в истории процедуры хотелось бы сакцентрировать ваше внимание на двух событиях. Я считаю, будет вам это интересным, и они являются значимыми. Первое. Сам МОЭТ, к сожалению, по всей видимости, уже не дождется должных мероприятий, которые бы его вывели бы из этой процедуры. По крайней мере, те планы, которые сегодня приходится реализовывать самостоятельно мне, как конкурсному управляющему, я не вижу, чтобы мы строили планы совместно с какими-то финансовыми институтами, планировали бы документы там, мирового соглашения, погашения или еще что-то. Да? Напомню, совокупная задолженность сегодня по предприятию 1 200 000 000. И значимые два события, которые я хотел сакцентрировать внимание, это первое, что у предприятия по оценке конкурсной массы это порядка 6 миллиардов рублей имущества. Это то имущество, которое принадлежит городу, жителям города. Вот. И, наверное, задачей стоит как-то разумно распорядиться в последующем этим имуществом. Может быть, оно в какой-то степени может поучаствовать во всех мероприятиях, реформах. Вот. На сегодняшний день оценка проведена. Я в декабре жду заключения Росимущества, московского офиса, не по республике, а центрального аппарата, заключение на отчет об оценке. Это означает, что в январе 2022 года будет ставиться вопрос либо на собрании кредиторов, либо на комитете кредиторов по утверждению порядка реализации. Вот. В нашей, в моей, в частности, стратегии было придание конкурсной массе статуса социальной значимости. Вот. Для чего? Зачем? Данный статус, он предполагает, что если трое торгов не происходит, то есть они опубликовываются, проводятся, но если интересант не пришел, не купил это имущество за 6 миллиардов, потом есть там механизм снижения цены, как кредиторы решат, да, то оно по факту социальной значимости уходит на баланс муниципалитета. Вот. Вроде бы как бы кредиторы предполагается, что при этом могут остаться ни с чем, да. Но параллельно вопрос интересов кредиторов и вот этот второй аспект, да, он решался через обособленный спор в арбитражном суде о привлечении собственника, то есть муниципального образования, к субсидиарной ответственности на как раз таки сумму задолженности. Соответственно, предполагался некий такой паритет, да, там, или учет интересов всех, да, что кредиторы в конечном итоге получили бы, значит, погашение своих задолженностей через бюджет, а имущество перешло бы на баланс. Арбитражный суд в удовлетворении заявления месяц назад отказал, что в основу он положит, пока не видать. Судебный акт еще не изготовлен, не опубликован, будем смотреть его. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что кредиторы сейчас предположить, что они согласятся с тем, что мы придадим социальную значимость этому имуществу, да, это маловероятно, потому что они понимают, да, что хоть какой-то рубль они увидят только при условии, что имущество будет реализовано. Вот. Если его реализовывать единым комплексом, да, это надо, значит, предполагать, что должен прийти системный игрок, да, на этом рынке все это разом купить. За сколько? За 6 миллиардов? Кто-то готов купить? Нет, я не знаю таких. А может быть даже за 5, за 4, за 3, и потом получить заботу о содержании этого имущества, да. Вот. Соответственно, все очень просто, да, они будут заинтересованы за то, чтобы мы все это делили
на мелкие лоты, трамвай, металлолом, земля, как вот мечтали там все, отдельными лотами, там застройщики, наверное, сидят, что-то ждут, да. Соответственно, вот чаша весов, да, как бы склоняется куда, и могли бы иметь какой-то паритет, но его сейчас не имеем. Получим, по всей видимости, судебный спор, к чему они приведут, совершенно неизвестно. Соответственно, как я сказал, конкурсная масса могла бы поучаствовать, да, в дальнейшей транспортной реформе, но все это становится под вопросом. А нет там такого имущества, которое можно продать, ну, скажем, бескровно для системы? Ну, опять же, вот все же видели информацию, там, необходимость, производственники первым делом ставят, да, вот, очисти нам площадку, там, металлолом, который годами лежал, и 10 мы кузовов этих, там, уже рамы, да, выставили на продажу, да, и было много там по этому поводу написано, сказано, что вот там под видом металлолома мы уже все распродали, да. Как такового неликвидного, либо там не участвующего в производственном процессе, ну, имущества там нету. Вот. Есть какие-то здания, которые, быть может быть, там со временем потеряли свою производственную необходимость и ценность, да, но они погоды большой не сделают. Вот. Соответственно, все-таки в первую очередь нужно рассматривать, что это производственный комплекс. Вот. И, соответственно, исходить в дальнейших стратегиях его распоряжением именно из этих соображений, что он таким комплексом должен и остаться. Да? А в разрезе вот симпатично, конечно, да, что есть такие программы, да, и они будут реализовываться, и там Синары, не Синары, неважно, да, но однозначно через веб. Вот. В какой степени сегодняшняя наша там контактная сеть, да, наши мощности могут быть использованы, ну, на самом деле конкретного ответа никто не дает. Вот. И у нас даже у самих вопрос, на который мы не можем получить ответ, да, хорошо, значит, да, ну, например, Синара, да, вот, возьмем, что мы уже как бы знаем, да, если она идет с трамваями, да, контактная сеть у нас одна и та же, трамвая и троллейбуса, а с троллейбусами что тогда будет? Ведь по условиям соглашения-то ведь сеть-то должна ведь куда-то ведь пойти, так ведь, да, то есть концессионеру. Вот. А троллейбусная часть тогда, как вот будет участвовать в этом, да? А у нас есть свой завод в Уфе, он активно развивается, вот ТТЗ, так ведь, да? Он нам поставляет свою продукцию, вот, еще будет поставлять, соответственно, ну, как-то вот надо взвешенно все это, да? На какой площадке, да, здесь я рад, почему пригласили, потому что здесь есть возможность вот эти вопросы поднять, да? Ну и надеюсь, быть, может быть, когда-то и получим ответ. Ну, у меня все вот. Понятно. Руслан, у тебя были вопросы? Эхо Москвы. Да, спасибо. Да, ну, по большому счету, коллега из Веба озвучил мой вопрос, как бы подняв проблему. Я тут, наверное, лишь добавлю, что глава администрации Уфы Сергей Греков на встрече с журналистами совсем недавно признал совершенно искренне, что у нас нет никакой единой концепции, к которой мы стремимся. А участники сегодняшнего мероприятия, точнее, высказывания участников приводят меня лично к выводу, что так оно и есть. Соответственно, вопрос, есть ли вот где-то в структурах, которые отвечают за этот вопрос, понимание, что это так и что это надо изменить. То есть сделать так, чтобы концепция появилась и чтобы мы к ней стремились. Чтобы не перевозчик решал, куда ему новые автобусы, купленные за бюджетный счет, поставить, а муниципалитет бы понимал, где есть проблемы в транспортном вопросе и, соответственно, требовал бы решения вопросов перевозчика. Я тут могу целый ряд приводить нюансов, при том, что радует, конечно, закупка новых автобусов. Радует, что Башавтотранс там решил проблему, как Сергей Александрович сказал, с Суровкой и Михайловкой, например. Да? Но, например, не радует, что жители даже не Уфимского района, а жители города, но других частей, оказываются обделеннее гораздо, чем жители Суровки и Михайловки, которые относятся к району. У Суровки и Михайловки есть новый подвижной состав, у них есть тот самый пресловутый счастливый час, а у жителей Ленинского района, да, там Алексеевки какой-нибудь, этих услуг нет. Я этот вопрос уже раз 5 на таких мероприятиях задавал, ни разу такие ответы не получил на него. Потому что одни люди, опять же, оказываются более привилегированными, чем другие. Ну, районы — это Минтранс, а Уфа — это мэрия.
Так вот, а решает в итоге не тот, ни другой, решает Башавтотранс. Ему подручнее, значит, обеспечить жителей Суровки и Металлов всеми вот этими фишками Башавтотрансу, а жители Алексеевки, ему это делать вот не хочется. Может быть, не хочется, а как бы не дошли еще деньги, руки и так далее. Но это же будет происходить до тех пор, пока у нас не будет той самой концепции, в которой мы будем понимать, что к 1 января 2024 года, 450-летию Уфы, у нас в городе будет А, Б, В, Г, Д, Е. Если у нас не будет этой концепции, то я, конечно, не специалист большой в транспортной отрасли, но вот коллеги присутствуют, они являются таковыми. И мы, наверное, вместе приходим к выводу, что мы не получим желаемого. И реформы у нас как таковой нет, у нас есть затыкание дыр в частных отдельных направлениях, которые в конечном итоге выльется в растрату огромного количества бюджетных денег, которые в конце концов вылетят в трубу. Ну, я, наверное, ответа не жду. Риторически. Ну, в общем, озвучил позицию. Понятно. Может быть, есть как-то прокомментировать, как-то отреагировать на эту ремарку? Руслан Валерьевич сейчас лучшим специалистом стал, потому что у него транспортный эксперт есть, Олег Арефьев. Поэтому при всем уважении Руслану, Олегу, молодцы. Он уже большим специалистом стал, лучше, чем мы, Руслан. Спасибо. Да. Вопросы актуальные. Тут вопрос вот, насчет бюджетных денег не касаемся, потому что у нас контрактные отношения же с городом, ну, скажем, да. Вопрос понимания, если была бы концепция, куда двигаемся, трамвай, троллейбус, Башавтотранс в своем направлении, и мы, например, частники, где конкретно, ну, остаемся. Этого нету, потому что, когда транспортная реформа, мы его поддерживали изначально, мы же не сказали, все, мы всегда с благодарностью, что нелегалов убрали, одной проблемы меньше стало, но что мы всю жизнь боролись 20 лет с нелегальными перевозчиками. Вот. Потом выдохнули в моменте, что нелегалов нету, наконец-то государство на нас внимание обратило. А сейчас вместо нелегалов государство себя превратило, ну, легализованных нелегалов сейчас получается. Ну, какой-то непонятно, все время у нас борьба же, но человек же не железный, он не может выдержать такие нагрузки. Если нам сказали, что вот дальше так работаем до 26 года в разрезе, конечно, мы проинвестировали деньги. Но при этом, если та же республика, которая говорит, и город говорит, что мы для народа, для пассажиров, но тогда из тех денег, которые Башавтотрансу оказали, нам же не безвозмездно, можно же какие-то поддержки, формы оказать, кроме моральной, можно материальные же дать, сказать, вот 7 миллиардов Башавтотрансу, 5 миллиардов, давайте 500 миллионов мы поделим на частников там, в виде помощи, не безвозвратной там, если мы хотим действительно транспорт быть. Поэтому здесь игра идет непонятная. Да. Если мы транспорт для пассажиров, ну давайте садиться разговаривать. Башавтотранс обслуживает свои маршруты, мы все отошли от них. Остались у меня там, например, свои там, пускай, маршруты. Но тогда мы здесь остаемся, но вопросы возникают, чек-лист там. Автобусы нужны новые? Нужны. Но для этого я говорю, у меня вот столько, рубль есть, вы мне помогите, 10 копеек там. Ну, это же все считаемо, арифметика же, она же... Поэтому вот хочется вот такие взаимоотношения выстраивать. У меня вопрос, я вспомнил, хотел задать. Фанис Фаралович, вы на это сможете ответить, да? Много в соцсетях горожане жалуются на то, что водители отказываются принимать карту Алга. Почему? В чем проблема? Ну, почему сейчас, когда Алгу внедряли, вот Олег Николаевич может подтвердить, мы пошли навстречу, первыми заключили договора, потом, ну, это же процесс такой, долгий, потом людей научили мы, своих перевозчиков, принимать карту Алга, и потом Алгу, что мы же сказали, первый вопрос был насчет, почему стоимость проезда поднимаете, и там самый главный вопрос, мы выравниваем стоимость проезда, что по Алге, что по банковским картам, что за наличный расчет, чтобы не было, потому что мы и так, да? Сейчас же у нас же, мы же где-то 23 рубля по Алге, где-то 25 рублей у нас было. Мы сейчас, например, что за наличный расчет, что за банковской карте с 28 ноября у нас будет выровненная ситуация. И, естественно, они не будут отказывать, потому что у нас и так экономика не позволяет еще по 23 рубля возить по карте Алга. Ну, мы его рекламировали, мы его поддерживали. Ну, все уже, хватит. Все. Разница нам не субсидируется, финансовая помощь не оказывается. Выпадающие доходы не возмещаются нам никаким образом. Поэтому
думаю, с 25 или 28 ноября у нас проблем с картой Алга не будет. Это частный случай, Булат, это на всю массу, а так принимает основную массу. Ну, очень много жалоб. Да, конечно. Микрофончик включить, пожалуйста. Болезненно, потому что именно я лично вынужден отвечать на эти обращения, которые постоянно падают под главы. Ну, гораздо больше. Скажем так, их стало в последнее время меньше, гораздо, чем в начале. Но, скажем так, на то количество пассажирских перевозок, которые у нас, я говорю, то есть ежедневно порядка 250 тысяч поездок регистрируется по транспортной карте Алга. Их там меньше, но Фанис Фарайлович, лукавить не надо. Вопрос не приема карты транспортной Алга не в том, что она стоит дешевле и водителю это не надо. Вопрос стоит очень прямо, и вы тоже прекрасно об этом знаете. Я еще раз подтвержу и каждый раз об этом говорю. Вопрос стоит в том, что принимая наличные денежные средства, водители частные нарушают 54-й федеральный закон, потому что они не отдают пассажиру билет проездной и ложат эти денежки прямо себе в карман. Им выгодно это делать, если они будут делать независимо от стоимости Алги, билета, то есть выдавать проездной билет пассажиру, то у них интерес не брать Алгу сразу пропадет. С учетом того, что вы сказали, что стоимость за проезд будет одинаковая. То есть причина только исключительно в этом. Это безобразие, когда люди пишут, то есть выбрасывают карту водителя. Я не говорю конкретно про ИП Батыров, то есть это меньше всего к ним относится. Но есть перевозчики, которых водители реально выгоняют людей из автобуса, не дают им билет за наличный расчет, еще раз повторяю, то есть не обелечивают людей, нарушают закон. И это вот беспредел, который существует на этом рынке. Олег Николаевич, я сказал, что это не касается Батырова или менее всего касается, но водители такие, в том числе, есть и у вас. Это мое мнение. Не прием Алги, отказ от Алги, это то, что деньги идут мимо кармана водителя. Теперь вы можете мне сказать о том, что да, действительно, и я подтвержу ваши слова, что с этих денег не платятся налоги. А с тех денег, которые через долговую или банковскую карту, налоги платятся, вы должны будете не заплатить их. Вот и вся разница. Для перевозчика это тоже невыгодно. Олег Николаевич, вопрос очень сложный, да, который говорите. Я же сказал, что процесс... Вопрос простейший, не надо вводить заблуждение. Олег Николаевич, давайте я скажу. Этот вопрос спорный, во-первых. Спорный. Давайте я скажу. Не очевидный. Давайте я скажу. Вот я не буду. Дайте мне ответ. Вы скажите, вот вы мне. Нет, не спорный. И он очевидный. Воровать не надо. Ответьте, господин Батыров. Вопрос такой. БРСК, Олег Николаевич, вот давайте я скажу свое мнение тогда насчет этих карт. Всего, раз уже вы говорите. Мы когда договор заключали на 750 терминалов изначально. Потом вы всегда упрекали нас, что мы не пробиваем наличкой это. Но на сегодняшний день у нас в конторе осталось 400 карт. Если вы будете настаивать, типа, частники налоги не платят, которые избитая тема извечная была, да? Ну, скоро и частники и возить-то не будет, во-первых. Вы свои задачи преследуете, налоговые свои задачи преследуют, а перевозочный процесс уже идет к остановке. Было 750 машин у нас в конторе, на сегодняшний день 400 осталось. И мы еще готовы вернуть терминалы. И будем сидеть спорить до нуля, пока компания перестанет работать. И насчет касаемо налогов платим или не платим, ну это же не ваша же компания не уполномочена от налогового органа, чтобы обсуждать, мы налоги платим или нет. Или налоговое управление вам дало полномочия, что мы налоги не платим. Первый вопрос. И второй вопрос. Давайте вот повеселее, а то тут заснули все, а вот мы повеселимся. Нет, дело не повеселимся. Я не налоговая, я ответчик перед теми людьми, и что я им должен объяснять? Почему ваш водитель, я говорю не конкретно ваш водитель выбросил в грязь карту Алгу и чуть ли не с кулаками набросился на женщину? Я ему что говорить должен? Это не мой вопрос, это не вопрос налоговой. Давайте я зачитаю вам буквально сегодня, за вчерашний день,
сколько зарегистрировано частных перевозчиков, в том числе и по вашей компании, поездок. 30 поездок по одному перевозчику, одна поездка по другому перевозчику в день. Вы помните, да? То есть мы говорим, что 300 тысяч за день фиксируется, а за наличный расчет зафиксировано у одного перевозчика 30 поездок, у другого одна поездка, 2 поездки, 64 поездки, 362 поездки, 14, 9, ну и 823 это побольше. Вот это результат. А эти люди, этим всем людям отказали, я им что должен объяснять? Ребята, просто тут люди плюют на 54-й федеральный закон. Ваша понятная история с налогами. Я не налоговая, и я не озвучиваю свое желание как налоговый, и не говорю про то, что вы не платите налог. Я озвучу, что ко мне приходят жалобы, и я должен отвечать этим людям. Я устал отвечать этим людям. Я устал писать вам письма, и в том числе и вам лично. Конечно, получаемый вопрос нету. 1000 этих писем написано. Люди возмущаются, отвечайте за свое поведение. Я не хочу разбираться с вашими налогами и с вашим финансовым состоянием. Я хочу, чтобы вы относились к людям нормально. Если у вас есть договор подписанный, где вы обязались принимать алкоголь, только и принимайте. У меня все. Павел. Вы позволите, вот участникам дискуссии есть дополнительный вопрос. Обратил внимание, значит, в автобусе висит, значит, стоимость проезда за наличный расчет столько-то, там 30, 29, 28. По карте Алгар столько-то, 24, 25. И номер телефона переведите водителю на Сбербанк онлайн 20 рублей. То есть это говорит о том, что водителю выгоднее на уровень, на порядок ниже получить деньги через перевод на Сбербанк онлайн, чем по банковской карте, чем за наличный расчет, чем через карту Алгар. И разница, как вы можете увидеть, 5 рублей с каждой поездки, сколько поездок в день. То есть разница существенная. Почему так происходит? Почему водителям гораздо выгоднее вот эта вот серая оплата, и что с этим вообще делать? Собственно, это участок в первую очередь. Вопрос кому задали сейчас? Может, самому себе? Или вы не знаете, что когда налоги не платишь, а налоги составляют 30-40% от оборота? Я только сейчас об этом говорю. Что за вопрос? Почему ему выгоднее? Выгоднее, потому что он не платит налоги. Как только он придет с банковской карты, он заплатит налоги. Если он устроен КПП, условно говоря, на работу, он еще подоходный заплатит. А он, соответственно, все налоги с прибыли заплатит. Вот и весь результат. Ну а как, собственно, от этой серой схемы-то уйти? Как это остановить? Ну, платите за работу, давайте билет сделаем, как в Европе, по 5 евро. Когда систему внедряли, изначально Олег Николаевич сказал, вообще не должно было быть, как карта диалог, там тройка, там, подорожник там, в Петербурге, там форма взаимоотношений на личной форме отсутствует. Просто изначально уже человек на остановке покупает карту и с ним рассчитывается. Другого способа не должно быть. Формы наличные надо убрать просто из расчетов. Все, это по-другому не решить. А то, что водители наши вешают, мы условно ИТР, там условно 50 наш человек, а на линию выходит 400 машин. Мы же не можем в каждой автобусе сидеть, и на линии выходит внутреннее содержание, мы посмотрели. Потом поехали, они же, водитель остается и пассажиры. И он взял эту табличку с кармана, вытащил, повесил. Мы искореняем, но это процесс долгий и сложный. Просто для этого не должны быть формы наличной оплаты. Все, только пластик должен быть. Да, коллеги, сейчас буквально минутку. Я бы хотел дать слово Руслану Ринатовичу Гарипову, если он здесь. Вы еще с нами? Скажите, пожалуйста, Фанис Фараилович рассказывал историю с участием в неком совещании в Минтрансе. Вы можете как-то прокомментировать? Повторите вопрос, у меня звонок прошел, не услышал вопросов. Да. Фанис Фараилович Батыров не так давно рассказывал нам о неком, скажем, совещании в Минтрансе с участием вашего коллеги из соседнего региона, который к нам приехал, но еще не назначен. И вот господин Батыров говорил, что его просили сдать свидетельство на маршрут и, судя по всему, покинуть этот рынок.
транспортной. Вот вы как-нибудь от лица министерства можете это прокомментировать? Было ли это там совещание, встреча или что? Что на ней говорилось? Я могу прокомментировать эту ситуацию. С частными перевозчиками было организовано несколько встреч на территории Министерства транспорта. ИП Батыров дважды проигнорировал, явился на одно только совещание, и которое в скором времени покинул, не услышав и не дослушав, наверное, тех моментов, которые хотелось бы с ним обговорить. Несколько совещаний проводилось лично мной, это могут подтвердить остальные частные перевозчики. На том совещании, на которое пришел ИП Батыров, я не смог присутствовать по причине других совещаний. Совещание проводилось с сотрудниками министерства, в том числе советником, на тот момент советником министра Клебановым. В настоящее время в отношении него подписано распоряжение правительства о назначении его на должность заместителя министра транспорта. Вопросы, которые были на повестке дня. Это, во-первых, почему некоторые частные перевозчики не обслуживают те маршруты, на которые имеют карты маршрутные. Второй вопрос, почему, как сейчас уже обсуждалось, не используют карту Алга. И третий вопрос, наличие пазиков, так называемых транспортных средств. Вот и все. Понятно, спасибо. Надо было, господин Батыров, остаться и дослушать. Я позволю задать один вопрос из комментариев. Это господину Паскину, видимо. Он несложный. Наша зрительница интересуется, где можно найти актуальное расписание, видимо, маршрутов Башавтотранса. Тут речь идет о междугороднем пригородном. Не знаю, не уточняю. Полностью, да? Ну, смотрите, по расписанию, касаемо расписания, если человек уже находится на линии, наверное, да, то есть на маршруте, понятно, приложение, наверное, здесь с телефона можно будет скачать, посмотреть приближающий транспорт. Само расписание, за какое время заблаговременно выйти. Тут у нас есть, если уж по звонку, горячая линия 262 66 62, расписание есть. На сайте информация о расписании междугородних автобусов, она присутствует. На городских маршрутах это тоже расписание касаемо, значит, это и горячая линия, значит, у нас, и на сайте пригородные маршруты, тоже информацию можно, в принципе, получить. Поэтому 262 66 62 на горячей линии можно тоже так звонить. Круглосуточно горячая линия. По расписанию можно узнать. Вот. Ну а так по остановкам хотелось бы тоже, да, внутри города очень помогает, пусть плюс приложение и сами остановки, умные остановки. Спасибо. Было можно вопрос? Да, конечно. Извините тогда, вот вопрос Руслану Рунатовичу тогда, раз не получилось встретиться. Во-первых, не 2 раза приглашали, 1 раз пригласили, и 8 вечера звонит. Молодой человек, будьте завтра там К11 там в министерстве. Я говорю, кто звонит, вообще непонятно. Сразу это, ему позвонили, Имаев Максим Салаватович, там, 7 часов вечера. Потом, приходите К11. Я говорю, повестку дайте, туда-сюда. У нас же не системное предприятие, тоже, там, звонок в 7 часов вечера, приходите завтра. Планы есть, там, командировка есть, встречи. Это первый вопрос. А на второй встрече мы пришли, вас не было, да. И второй вопрос, вот сейчас самый третий вопрос. Алга, пазики. Мы стали обсуждать, вопрос до пазиков дошли. И на том совещании, если считаете вы легитимное совещание было, но я так не считаю, это наша точка зрения, то вопрос, пазики сказали 29 ноября на линии не должны быть. Вы подтверждаете, да? Господин Батыров, давайте, наверное, выберем правильную площадку для дискуссии. Да? Нет, вопрос 29 числа скажите, у меня коллектив работает, 150 пазиков 29 ноября останавливает, и Башавтотранс осилит ли перевозку пассажиров в городе. За мной коллектив и пассажиры наши стоят. Порядка 5 маршрутов выпадает. Если это угроза, то... Это не угроза, вопрос это. В чем вопрос, что вы остановите пазики? Нет, вопрос же сказали остановить пазики, я вопрос, вы подтверждаете, что остановить надо пазики? Вопрос сказали не остановить пазики, а принять меры по замене устаревшего транспорта и поменять его на более новый. Это в том числе и высказано главой Республики Башкортостан.
Ну, мы главе республики обещали, что 15 декабря этих пазиков не будет, но на 2 недели вперед подвинули. Но разница суть не меняется. 29 ноября или 15 декабря, суть не меняется. А вы уже закупили, вы уже закупили новые автобусы? Мы закупаем, обновляемся. Но вы успеете 150 новых автобусов до 15? 150 пазиков заменить надо, 300 машин купить малого класса, Форды или там Мерседесы. Но такого количества подвижного состава, естественно, не придет. Ни одному перевозчику. Вот мы сейчас оформляем 30 Фордов пришли, стоят на рубежной, сейчас процесс оформления идет. Но это 150 пазиков плюс против 30 Фордов, это несопоставимые вещи. Поэтому вопрос такой. Извините, но ведь и Башавтотранс закупает пазики. Ну, не те, конечно, вот эти вот устаревшие модели, да, видимо, технически и морально современные, но там же та же самая вместимость, или они как-то различаются? О чем мы сейчас говорим, сам ПАС 3205, это вот устаревший, о чем вы говорите, это относится он к малому классу, а те вектора, которые на сегодняшний день есть в Башавтотрансе, это автобусы уже средний класс, да. Ну, надо сказать, что средний класс, как раз автобусы, вот это доля по Уфе порядка 30%, вот, остальное все это автобусы большого класса, они сориентированы, ну, чтобы понимание было, это на агломерацию. На части маршрутов, да, где-то есть вектора, а дальше, выше я уже сказал, какая работа происходит. Спасибо. Да. Хорошо. Коллеги, всех приветствую, участников транспортной реформы. Хотел пару вопросов. Господин Волков, когда выступал, он назвал вещи, которые составляют транспортную реформу, любую транспортную реформу, это правительство, перевозчики, пассажиры. Но на данный момент правительство Республики Башкортостан проделало очень большую работу в плане обновления пассажирского транспорта всей республики. Это автобусы, поезда «Орлан». Оно, как я понимаю, делалось это все для того, чтобы жители, гости республики ездили на хорошем, качественном транспорте. Правительство со своей стороны все сделало. Вопрос теперь в том заключается, что частным перевозчикам, ИП «Батыр», который выступает, от понимания обновления транспортного средства надо понимать, что карту маршрута дают на 5 лет. Когда его могут дать забрать, ни один частный перевозчик не будет закладывать свои личные транспортные деньги для обновления автобуса. Если бы это было бы на 5 лет, мы все могли бы пойти взять в лизинг эти автобусы и работать. То есть те задачи, которые ставило правительство, совместными усилиями частных перевозчиков и государственных перевозчиков, мы бы достигли той задачи, которую хотело видеть правительство, обновление транспортного состава всей республики. Но здесь получается сейчас на данный момент и правительство недовольно, потому что идут жалобы, перевозчики частные недовольны и недовольны пассажиры. Это был вопрос или ремарка? Нет, это вопрос. По поводу карты, тех же на 5 лет, когда эти будут тендеры, и когда можно будет получить информацию о них. Видимо, к вам вопрос. Нет, наверное, я отвечу. Или вы, давайте вы, Альберт Владимирович. Если вопрос касается Уфы, да? Уфы же касается? По Уфе говорите? Нет, в общем, просто сама транспортная реформа, она же касается не только городских маршрутов, допустим, а касается и междугородних. Просто правительство хотело видеть, допустим, ту же карту Алгудара, развитие карты Алгудара. Все понимают, что в день 54 федерального закона это обязательно. Федеральный закон, чтобы платить налоги. Такси это самозанятые. Они платят 4% и приносят прибыль государству, все открытое пространство. Но когда частных перевозчиков получается, называется как душат, они уходят в нелегал. Раз развивается сервис попутчиков, от этих сервисов правительству, наверное, никакой пользы нет, налоги там никто не будет. Не проще ли было легализовать всех этих частных перевозчиков
дать им возможность работать, приносить налог, платить налог. Ну, с нелегалов, которые по федеральной лицензии. Приставку не убрать, а наоборот легализовать, чтобы все платили налоги. Можно было так сделать? Да, конечно. На самом деле эта работа, она ведется, и причем ведется очень активно, начиная с 2018 года, потому что многие, после ухода нелегальных перевозчиков, многие маршруты остались фактически не обслужены, потому что это те маршруты, которые сформировались, так скажем, по спросу населения. Все эти маршруты устанавливаются, у нас конкурсы проводятся, я даже скажу, не ежеквартально, а ежемесячно по межмуниципальным маршрутам. Информацию вы всю можете посмотреть на сайте Министерства транспорта, на сайте нашего учреждения в разделе «Регулярные перевозки». Даже сейчас там идет конкурсные процедуры по ряду межмуниципальных маршрутов. Мы за период с 2018 по 2020 год там, на четверть у нас увеличилось количество хозяйственных субъектов в реестре. И конкурсные процедуры, они идут постоянно. Просто здесь вопрос именно адресован в границах городского округа или в целом республики? Мы сейчас находимся транспортная реформа республики Башкортостан. Она же не касается только городского. Да, но в республике идут конкурсы, они довольно активны и в большом количестве. Только городские интересы, и он сейчас вступает в дискуссии по поводу своих маршрутов. Мы говорим о полностью транспортной реформе. Те же поезда, которые обновили. Да, эта работа ведется, когда конкурсный отбор он ведется, и я больше скажу, во многих муниципальных образованиях тоже идет активные конкурсные процедуры. У нас за 1,5 года было проведено очень большое количество совещаний и консультаций с органами местного управления. На сегодняшний день можно сказать, что многие из них привели и свои там транспортные документы внутри муниципальных образований в соответствии, что не было сделано там, с момента принятия 220-го федерального закона в 2015 году. Я скажу, что некоторые муниципальные образования, вот не даст соврать, Башкортостранс уже перешли на регулируемый тариф и заключили даже государственные контракты, то есть там, где это небольшие суммы, не такие там большие объемы перевозок, в этом направлении идет работа, просто она, наверное, не так на виду, потому что это не такой большой объем этих перевезенных пассажиров по сравнению с городскими, и не так часто там поступают жалобы в тот же самый инцидент. Там, да, есть многие там проблемные моменты, некоторые маршруты, они там, недостаточно рентабельны, но относятся к категории нерегулируемых, так как они междугороднего значения. И там даже при проведении конкурсных процедур мы во многом ищем в муниципальных образованиях, информируем перевозчиков, у которых там есть лицензия на территории, чтобы они приняли участие и легализовались. Спасибо. Еще такой один вопрос. В вашем ЦП в Инстаграме прочитал, что министерство искало представителя частных перевозчиков, и такой представитель не нашелся. Вот это правильно. Представители? Ваш ЦП прочитал, что Министерство транспорта Республики Башкортостан искало лицо представителя частных перевозчиков, одного лица, чтобы вести диалоги с частными перевозчиками. Вот. Ну, я здесь, наверное, не прокомментирую. Да, помню. Телеканал вы извините, что я коллегируюсь, но я скорее как пассажир спрашиваю. Когда появилась возможность привязать, значит, карту к банковской карте, я обрадовался, классно, супер, но потом оказалось, что частные перевозчики принимают как раз таки физическую карту Алту, которая такая, но не принимают ту, что привязана к моей банковской карте. Как этот вопрос решить? Это скорее вопрос системный, который Ну, точно, что принимает, конкретно, точно, что принимает, поэтому, потому что программное обеспечение оно одинаковое, и то, что стоит в терминалах, транспортные терминалы, они идентичны, поэтому если у вас в одном месте работает, то и участники должны работать тоже. Конкретно надо разбираться, то есть обратитесь на линию поддержки, вот наша 8 800 347 4 единички, скажите номер карты, когда совершали поездку, мы разберемся и вам доложим. Должно работать.
потому что там оплата происходит именно, то есть вы либо мобильным приложением со скидкой по тарифу Алги платите, либо просто Apple Pay или Google Pay вы проводите банковскую карту, то там механизм тот же самый. Просто мы вашу карту прописываем в терминал, то есть система знает, что по вашей карте вы присоединились к нам, и по этой карте должен тариф не по банковской карте, а со скидкой. Со скидкой, если участника скидка нет, значит скидки не будет. То есть тариф перевозчика там используется. Наталья, Интерфакс. Ой, прости. РБК. Закупка автобусов. Наверное, по закупке автобусов, да, действительно, это Минтранс. Закупка производилась Минтрансом по автобусам. Если транспортную реформу в целом говорить, я только по свое предприятие, сказать. По налогам вопрос вы затронули. Налоговое отчисление там более 800 миллионов. Если по дотации вы говорите по ректарифам, это 433 миллиона. Вот эти цифры, я вот этими цифрами владею. По транспортной, всей транспортной работе, затраты на нее, сказать в целом я затрудняюсь. У вас тоже нет цифр? У меня цифры есть в пределах полномочий нашего учреждения. Здесь, наверное, их не совсем будет корректно озвучивать. То есть это те плановые затраты, которые у нас предстоят при заключении государственных контрактов в 2022 году. Они могут поменяться. И вот я публично не готов назвать эту цифру, потому что эти цифры, они рассчитываются исходя из методики, утвержденной Минтрансом, и меняются ежегодно, исходя из данных статистики. То есть есть все маршруты, рассчитанные на 2022 год межмуниципального значения, по ним начальные и максимальные цены контракта просчитаны, эта сумма направлена на согласование в Минфин, но пока, я думаю, не будет принято решение на уровне бюджета республики, озвучить не готов. А так каждое муниципальное образование обязано в соответствии с методикой также все это просчитать и предусмотреть в своих бюджетах при переходе на регулируемый тариф, на госконтракт. Да, хорошо. Альберт Наильевич, было уже в мэрии же хотели, господин Греб хотел сначала на уровне администрации этот вопрос обсуждать, перед тем, как выносить на транспортный час? Я могу сказать только свое личное мнение. Такого обсуждения еще не было. Я думаю, что вызовет коллапс. Как водитель может, бросив руль, проверять трафик? Я думаю, нереально. Он должен следить за обеспечением безопасности дорожного движения, а не быть контролером. Да, это мое личное мнение. У него и полномочий нет, допустим, документы проверять. То есть не должно останавливаться. Да. Поэтому я не знаю. Видимо, после того, как мэрия это обсудит, может быть, и механизм какой-то разработают. Хотя, что-то я, честно говоря, не представляю, как механизм может выглядеть. Абсолютно. Технической реализации пока мы не знаем. И указа нету главы.
И надо сначала обсудить проект, как это будет реализовываться. Его еще не обсуждали. Да, поэтому вопрос, к этому времени надеемся, что локдаун закончится и пандемия. Скорее всего, что вообще этот ковид закончится. Не от нас зависит. Да. Господа, есть еще вопросы? Тогда господину Паськину вопрос. Тоже в последнее время в соцсетях он много муссировался. Зимняя резина для автобусов Башавтотранса. Есть она? Смотрите, тут как раз вопрос задали, да, интересно, некоторые люди то ли крови хотят, то ли что, вот она, зимняя резина, посмотреть. Что такое автобус? Надо рассмотреть класс, к какому классу он относится. М1, М2, М3, да? Те легковые автомобили там, или грузовики, которые не превышают 3,5 тонн, да, конечно же, они должны быть зимней резиной. Да, с ноября по февраль, это опасное время года, они должны. Это легкие машины, и в управлении, и на трассе они ведут себя. Но речь же идет о автобусах большой и средней вместимости. То есть до 3,5 тонн. А те вопросы, которые к Викторам задавались, это почти машина, снаряженная массой 7 тонн. Это там стоит вся сезонка. Поэтому давайте так, наши пассажиры, пусть они будут в уверенности. Да. Я заявляю, что междугородний транспорт, те, которые большие автобусные фазы, пусть это будут форды, те, которые работают, наши пассажиры безопасны. Поэтому здесь вопрос все сезонка. Да, Салют. У меня еще такой вопрос. Вы знаете, вообще с точки зрения пассажира, на самом деле, вся эта транспортная реформа, которую 3 года назад затеяли, это как сказка Фому и Орел. То есть Фома говорит, нужно налоги увеличить, избавиться от нелегалов, обновить состав. А пассажир, это Ерем, он говорит, мне без разницы, легалы или нелегалы, я автобус жду очень долго. Раньше я добирался время такое-то, а сейчас оно увеличилось в 2 раза. Вопрос, за эти 3 года, или хотя бы пускай за год, давайте возьмем, налоговые отчисления от перевозчиков, осуществляющих вообще от всех участников или от государственных, эти налоговые отчисления, они на каком уровне? Увеличивается динамика? Или все-таки, как налогов не добирали, да, так и не добирали? Тут, наверное, вопрос, наверное, более актуален в налоговой службе. Кстати, что-то сомневаюсь, что тут наверняка знают, да, сами руководители предприятий, сколько они заплатили. Господин Батыров, вы стали больше платить налоги? Налоговая облагаемая база очень резко увеличилась, надо признать, она действительно. Это же транспортная реформа же не предполагает не только, вы все обсуждаете, и все подчеркнули, что транспортные зоны, не покупка новых транспортов. В первую очередь обновление подвижного состава, выход из серой зоны, отсутствие нелегальных перевозчиков, безопасное обеспечение перевозки пассажиров, соблюдение регулярности. 20 вопросов, я могу все перечислить, эти условия должны быть соблюдены. Одна из них, выход из серой зоны и увеличение налогооблагаемой базы. Поэтому и государство предпринимает тоже меры, почему они, и ВЭБ подчеркнул, что по регулярным тарифам. Если это все разложить по полочкам, то получается без помощи государства и на нерегулярных тарифах она не получится увеличить налоги. Здесь поэтому мы и сокращаемся. Почему у меня было 800 машин, стало 400. Это же нагрузка налоговая возросла, соответственно, кого-то не устраивает. У нас же договорные отношения с физлицами. Так вот. Они, естественно, подоходный налог платят, все отчисления, от алги мы деньги видим, им отправляется там. Вопрос такой. А когда, понимаете, сейчас условно наши деньги видят не БРСК, технологические операторы назовем, они видят, потом мы, операторы, видим, потом, естественно, мы ГСМ покупаем, запчасти, налоги, все эти процедуры делаем, а у всех же народа ощущение сложилось, и пассажиров, и простого, у всех ощущение сложилось в части того, что водителю вы даете за проезд 30 рублей, и это как будто бы 30 рублей остается у самого водителя с каждого пассажира. Если в хорошем случае 3 рубля, а так рубль останется в сухом остатке, 1/3 идет на ГСМ, 1/3 на содержание, на зарплату.
и остальные там, у кого кредит, лизинг, ипотека там, и в сухом остатке там останется у него рубль-два, чтобы понимание было пассажира. А то же сложилось там, кучу денег там у водителя видит, там чековые ленты, вот, думает, деньги гребут. Из этих 30 рублей, 3 рубля, можно сказать, это владельцу автобуса, чтобы понимание было. Да, Руслан. Да, все-таки хочется вопрос, был, потому что реально происходит, а у нас реально происходит обновление подвижного состава, что, как я уже говорил, радует. Башавтотранс получает новые, большеформатные, прежде всего, автобусы в этом году, что тоже плюс. Но в первый год закупалось много фордов транзит, Сергей упоминает, мелкоформатных автобусов. Они обслуживают часть городских маршрутов. По отзывам лично моим и других пассажиров, этот транспорт не подходит в принципе для обслуживания людей на городских маршрутах. Античеловеческие условия. Абсолютно согласен. Ну, сразу же скажу. Признали ошибку и будут больше закупать. Берут эти, соответственно. Смотрите, вы сейчас говорите о автобусах, которые работают на городе. Вот я вам скажу про Уфу. Все автобусы, которые у нас есть, это вот большой и средний класс. Речь идет о 2 автобусах малого класса на Черкасах. Ну, там связано с дорожными условиями. Поэтому я гарантирую вам и говорю, заявляю, в Уфе автобусов малого класса Башавтотранс нет. А в районе Уфимском, в пригороде? Пригородные. Что касается пригородных, то это да. На пригороде автобусы малого класса присутствуют. По Уфе я скажу, значит, из общего количества подвижного состава, который приобрели, секунду, это порядка у нас 6% из общего объема. 6% автобусов малого класса, которые работают на агломерации. Ну, сами понимаете, не поставим, да, 110-й автобусы малого класса, ну это кощунство. Ну, понимаем, где пассажиропоток снижен на каких маршрутах, там стоит автобус малого класса, Форд. У меня такой вопрос, он, наверное, касается и города, и республики, собственно говоря. Претензии УФАС. Последний месяц, там, 2 месяца, да, УФАС, во-первых, обнаружил признаки нарушения закона о конкуренции в выборе оператора единой транспортной карты, да, признаки еще нарушения. Там еще нет решения предписания. И было решение предписания по правилам, правилах организации регулярных перевозок Уфы, что, по мнению УФАС, город нарушил федеральный закон о защите конкуренции. Вот эти претензии УФАС, они как-то тормозят? Заметно ли тормозят транспортную реформу? И как власти собираются выходить из этой ситуации? Менять правила, проводить конкурс? Нет, как таковых претензий к проведению конкурса не было. А там было по поводу... Что к организационной части, большей части. И, естественно, если предписание ФАС есть, то не обсуждается. Не, ФАС написала, по мнению ФАС, в этих правилах была дискриминация, но я сейчас так вольно трактую, да, было в пользу единственного основного нашего госперевозчика Башавтотранса, якобы правила были составлены. То есть убирались маршруты, которые дублировали маршруты Башавтотранса. И вот УФАС нашел в этом нарушение закона о конкуренции и вынес решение и предписание. Нет, если касается того, что были, если дублирующие маршруты частного перевозчика и Башавтотранса, и вдруг был выбран частный перевозчик, то предписание есть, выполняется, и это, в принципе, по большому счету, разницы никакой нет, если есть 2 дублирующих, и будет отменен один или оба, но потом все равно на конкурсной основе, если он, например, по регулируемым тарифам, будет проведен конкурс и выиграет хоть частный перевозчик, хоть Башавтотранс, государственный, без разницы, поэтому он и называется открытый конкурс. А когда ближайший конкурс в Уфе у нас? Мы пытались проводить конкурсы, вот Санис Фараилович вспоминал про 203 маршрут, от которого он отказался из-за того, что там действительно пассажиропотока не было, и пробовали менять схему движения. Он сначала через молодежный микрорайон проходил, потому что вот
Я говорил о том, что 1 миллион человек, и мнение одного уже как бы для власти должно быть важно. Вот в микрорайоне Молодежном жалобы периодически возникали раз в месяц, один раз в 2 месяца. И мы попытались, что нужен маршрут, чтобы он работал. Хотя опыт советских времен показал, что когда автомобилизация была в 10 раз минимум ниже, и там был запущен маршрут Башав-Транса, он курсировал благополучно всегда пустой. Потому что подняться здоровым людям до проспекта Октября составляет практически такое же время, которое поездка с ожиданием в автобусах, хоть там и небольшое плечо было, но время ожидания все равно было. Поэтому вот мы разработали такой маршрут, и Павел Фараилович, мы изменения в схему потом вносили по Владивостокской пустали, потому что действительно нет желающих ездить. В итоге там ничего не получилось, и пришлось Фаису Фараиловичу отказаться от него. Мы выставили на конкурс его и еще один маршрут 242, от которого тоже перевозчик отказался ввиду отсутствия пассажиропотока. Один конкурс не состоялся из-за того, что претендент один только выставил желание, а по федеральному 2020 закону минимум 2 должно быть. А на второй маршрут вообще ни одного нет. Поэтому... А вот популярный маршрут, там они на 5 лет, правильно же, еще продляли? На вот эти... Ну, они, все эти маршруты, которые на данный момент работают, они были разыграны в 2013 году, открытый конкурс был, и там перевозчики, хозяева остались те же самые, естественно, согласно поводу 2020 закона. Сейчас, когда в августе месяце продлили, тут затрагивался вопрос о том, что могут отобрать и отобрать. В принципе, по закону нельзя. Можно только, если вдруг будет переход с нерегулированного тарифа на регулированный, тогда действительно хозяин маршрута может поменяться. Но для этого, естественно, финансовое обеспечение должно быть и немалое, очень мощное. Сейчас в планах-то есть, но это, если только будут изысканы резервы финансовые, и, возможно, какую-то часть и будем стараться переводить. Но это регулярный тариф. Не в следующий год, а самый минимум это 23 год. А так, те маршруты, которые не обеспечены отдаленные территории, мы имеем желание провести в 2022 году, потому что подготовка документации нужна. В этом году мы уже никак физически не успеваем. И по наиболее таким обделенным районам будет проведен конкурс. 2-3 маршрута должны сделать. Понятно. Ну и по единой транспортной карте, по претензиям УФАС, там наверняка уже скоро будет решение. Ну, тут, наверное, не совсем правильно акцентировать внимание на УФАСе. УФАС сам по себе не имеет желания что-то там приостановить или прекратить. УФАС реагирует на заявления входящих субъектов, которые считают, что их там права затронуты. Но учитывая то, что у нас очень много участников на рынке, и вот мы зачастую сталкиваемся с тем, что буквально там каждый второй конкурс, который там объявляется на межмуниципальный маршрут, он проходит через ФАС, то есть это нормальная практика, мы к ней уже за многие годы привыкли и с уважением относимся друг к другу с точки зрения объективности рассмотрения и принятия решений. Нет, это понятно, но вот сейчас единая транспортная карта, она работает в рамках, забыл я термин, не могу сказать, пилотного проекта, да, но уже сколько, уже 2 года, да, примерно. Да, давайте я добавлю чуть-чуть буквально. Вы говорите о том, что там нашел признаки, то есть мы еще 16 числа будет рассмотрение, ВКС будет, пока еще никто жалобы непосредственно заявителя, который обратился в ФАС, мы не видели, поэтому увидим, будем комментировать, будем работать с ФАСом, также как бы утверждаю, что мы то есть на этом рынке ФАС постоянно присутствует и, соответственно, смотрит, но мы также с уважением относимся. Назначены мы пилота, в рамках пилота транспортным оператором, то, что там об этом вы спрашиваете.
И назначение это было связано именно с тем, что к тому моменту, когда мы запускали этот проект единой рейтинговой системы оплаты проезда, в части пилота, мы на конкурсной основе уже с какого-то 9-го года, наверное, социально проездной билет, соответственно, выпускает и сопровождает, так же, как и карту, уже социальную карту Башкортостана, башкирских регистров социальных карт. И, соответственно, к этому моменту также и Башавтотранс в части работы с ним по их транспортным картам были, многие решения были, опять же, приняты на конкурсной основе. Все остальные перевозчики присоединялись к пилотам на добровольной основе. Их, да, призывали, просили, но никто там не пытал и руки не выламывал, поэтому в добровольном порядке откликнулись на просьбу правительства и присоединились к проекту. Никаких нарушений, на наш взгляд, там нету. Но это мы будем доказывать в федеральном агентстве. Спасибо. Коллеги, если больше вопросов нет, то наше время вышло. Вопросов больше нет. Господа спикеры, есть что добавить, о чем вы здесь сказали? Все. Тогда я благодарю вас, благодарю коллег-журналистов и благодарю наших зрителей. Всем хорошего дня.